Василий Акимович Никифоров-Волгин. Радоница. Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радоница. Она всегда во вторник, на второй неделе по Пасхе. В Радоницу живые ходят на кладбище, христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне или рано утром в церквах служат заупокойную утреннюю. Она не огорчает, а радует. Все время поют «Христос воскресе», и вместо надгробного рыдания раздается пасхальное «Аще во гроб снизошел еси бессмертне». В одно лицо пирог. Давно не виделись? Вот. А? Вот? А по телефону ж не говорили вроде? Говорили по телефону, я помню. Да. Да? Да. А, Юрнавич робить. Вот А так. что, Веры не будет? Нет, я не уехала. Хозяина вообще никого. Ничего. Ну, во-первых, первые извалились. Ну, собиралась еще? Извалились из корней. Отсадживала. Отсадживала. Ну, вот так. О, девки, снимаются, девки серьезные будете. Все, идет. Я дорогу вниз. Все, пойдем. Христос воскресе! Воистину воскресим. Это истинные патриоты своей Родины, да? Да. Как всегда. Не забываем наших усопших братьев и сестер. А, у вас есть даже водичка. Ох, молодцы! Так и будет. Вот так нужно, чтобы было. А кто тут будет служить, это одному Богу известно. А, так должно быть. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущего гробе живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Пресвятая Тройца, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша. Владыка, прочти беззаконие наше. Святый, почти исцели немощь наш, как ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, истину, тому Духу, пресный, аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на земле хлеб нас насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу. Приди поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу.
Грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положили, че прибежище Твое, не приди к Тебе зло рано, не привести телеще Твоему, яко ангелом своим заповедься Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да не потнешь от руками ногу Твою, на спида Василиска наступишь и поберешь льва и змея. Ошедый вот, и узаков не разрешивы, сами души раб Твоих упокой, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единочица непорочная Деву, Бога вещами родшая, молись спастися душам их. Помилуй нас, Боже, по величей милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих, Стефана, Варвары, Владимира, Иосифа Марии, Константина Марии, Едвиги, Иосифа Семена, Устини Дмитрия, Ксении, Анфи, Поликарпа, Анастасии, Анны, Владимира, Зинаиды, Павла, Антонины, Михаила, Петра, Александры, Евдокии, Виктора, Евгении, Леонида, Игнатия, Ефросинии, Леонида, Владимира, Любови, Георгия, новоприставного Георгия, Николая, Зинаиды, Николая, Владимира, Софии, Владимира. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую Херуим и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Богослова родшую, сущую Богородица величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, тому Духу, ныне и присно и аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Живым и мертвым, обладая воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, святых славных евангельных апостолов, преподобных и богоносцев наших и всех святых, душ от нас представшийся раб своих, всех, где ныне нами поминаемых, и всех погребенных православных христиан на месте сем, месте светлем, месте власти, месте покоя, не отнюдь без печаль воздыхания, всякое согрешение, и всякому прегрешению, вольному же и невольному. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, всем ныне нами поминаемым, и сотворим. Память, вечная память, вечная память, вечный покой, Царство небесное, Царство небесное, Царство небесное, вечный покой, души их во благих водворях, небесное, вечный покой. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину Христос воскресе! Воистину воскресе! Спаси, Господи, всех вас за молитву, всех вас с праздником воскресения Христова, Пасхой Господней, ибо шествует Пасха Господня по земле. По преданию, святые отцы изрекают, что до отдания сам Господь с апостолами ходит по земле и испытывает веру человеческую. Мы сегодня с вами пришли сюда, на это святое место, где погребены наши родные, близкие. Эти места, по традициям православной церкви, мы ежегодно после воскресения Христова вместе с вами молитвенно и окроплением святой водички бережем, как и материально благоукрашиваем их, как и духовно. Освящаем для того, чтобы, когда Господь придет во второй раз на страшный суд, то все души обретут свое
тела, в которых они, то есть восстанут живые и мертвые. И вот для чего мы их окропляем и бережем, чтобы души обрели свои тела на второе пришествие Господне, чтобы войти в Царство Небесное и стать с Богом. Но мы должны не забывать о том, что Господь открыл нам в загробном мире две стороны жизни – праведника и грешника. Праведник, он уже при Царстве Небесном, а грешник, как ни прискорбно, увы, не может войти в Царство Небесное. Потому что Господь сказал, всякое нечистое не может войти в Царство Небесное. То есть грешник лишает себя сам заступничества и молитвы пред Богом. Но мы с вами, жившие здесь, их потомки, родные, близкие, имеем такую возможность молиться, как и за живых, так и за усопших. И надо всегда и дома, и в церкви поминать, посещать кладбища, здесь превозносить молитвочки для того, чтобы Господь смилостился и над теми нашими родными и близкими, которые по какой-то причине не вошли в Царство Небесное. Чтобы мы имели возможность молиться, и Господь увидит наши молитвы. И по стремлению нашим, и по молитвам Он прощает грехи нашим усопшим родным и близким. Христос воскрес! А сейчас традиционно мы будем ходить, освящать могилочки каждых наших родных и близких. Подходим крылом ко кресту, и каждый отходит ко своим могилкам для того, чтобы освятиться. Хорошо. Подходим. Заупокойную литургию называют обрадованной. В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам до разговин усопших. Радоница – это Пасха мертвых. Хорошее слово радоница. Так и видишь в образе его красного яйца, лежащего в зеленых стебельках овса, в корзинке из ивовых прутьев. Ну, здесь был мой. Да, трошки команда у нас в этом году слабейшая. Ну, веры нема. Веры нема, Галі нема. Да. Ось. Ну, гэта не абавязкова, вы так прывольна себе паводзьце, да. Да. Говорил, это еще не показатель, что людей мало собралось. Надо больше молиться, чтобы нас более было больше. Наняси туда. А может до конца не надо нам? А так может сюда ближе? Ну, сюда ближе мы сядем. До конца не надо. Как здорово, что здесь Кто мы где? сегодня все собрались. Нет, не за то это пьеса. Надо. Вот. Сначала выпейте вы за родителей, которые вас сюда собрали. Не было бы это, вы бы сюда никто не приехали, николи не собрались. Спасибо Без нашим этого повода. Вот родителям, спасибо нашим И нам. соседям, Всё, землякам, давайте. которые Вот, нас давайте. воспитали правильно. Много слов для первого тоста. А может, Кто тут мог нашу? Теры у него облюбовать. Христос воскресущий. Воистину воскресе. Нет, За нас, за всех, Какой там? за то, за благополучие, как мы всегда 40 дней, держались. Сейчас мы были здоровые, чтобы мы на этой земле держались как правильно. предпочтение. В этой земле и надо есть положительную энергетику, и чем мы будем чаще тут бывать, то мы кравчей духом будем. Як і баба Соня. Более поживем. Вона сюди як приїжджала і на подпитку имела. Ну, я кажу, Антонина, ай, говорю, что надо. Соня, гэтка старая, и вот доедет до нас. Вы знаете, вот где пересадку якую зробить. У Полоцких ж надо было пересадку. А знаете, что пересадку зробить, опять и побудь у нас. Говорила, у меня паспорт у всегда, помру в автобусе найдут откуда. До 90 годов ездила. Да. Никаких сопровождающих ей не надо. Молодец. Ну, Жене, мы тут так это Ну, а нашим мы проезжали. своим Не, там, может, не у вас, своим. мы своим там вот. На Бровяно. А тут самое... У нас там было свое болото.
Ай, на деревянную плохо. Ні, так я буду шоколад. На, вот. Хай сядь. Так, я мне лучше. Глядя, зедличек не ощечь. Не надо Садись. Я Ой, покажу. пощади. А у меня тоже были мысли. Я наоборот. Разомнешь ноги. Я специально думаю, а так як сядешь, колени болят. Ну, вот видишь, Антон вчора... А видишь, не этот. есть. Антон, ты не вчора не этот краще. Добре. Надо тут есть. Так оно может задница прилипнуть, если не высох. Як хочеш. И он не высох. Сяду, хочу, ляжу. Надо различь. Да, правильно. Побирай. Хорошее предложение. Ой, все смешно. Ой, не смешной, а не раздевайся. Без меня не что мы. Федор, Видите. Сонин дочки, за На Соню. пальчик. Не, может потом я тебе покажу. За Соню. Не надо, не надо заставлять. Леня, вы... Я одну пропущу тебе, а тебе не достанется. Не, очень С тобой хорошо. делиться. Очень хорошо, мне не надо. Че, Лариса, выцедила, да? Да. Выцедила. О, со своей сурветкой, все в подол, як кажуть, да. Дома грязишься, глядишь бы, и О, а куда человек пойдет? Пожалуйста, я не А я знаю. пойду Мы усадьбу такие обходить. добрые. Той чоловік нечто далеко вон ходить, хто його привез, а? Я еще тоже зайду все. А мы ехали на Радуницу, мы ехали сюда, а Вера уже ехала. Да-да. Про вас, об вас засумовали уже. Присаживайтесь в круг. Присаживайтесь. Ну как, А не, вы просто стесняетесь. Но а хто вас примушає кушать? Вы сразу берите поболь ковалок хлеба и есть надо. Кушать это... Хочете вы, не охотите, как вы себе Ну, поехали. Что? Так. Да. А ты уже выпила? Я выпила уже все. Ну едьте скорее, во. Есть, вот так, О, молодец. видишь, как тебе зашневаете. А сейчас мяне. А О, тебе особенно. мяне особенно, да. Я тебе за это песню спею потом. А вершик? А вершик? И крупным планом. Я... Так не снимай, далее эту морщину. Не надо, Баршина. Выучила дома. Я не ради песни, я ради вершика ехал. Давай Нема. задание к следующему году. Новый вершик на белорусской мове. А, ну так это. Мы в прошлом году Зинаидку вспомнили, такой отрывок с поэмы «Новая земля». Тут так Во, прочитала, а да. перший ж, там некие два верши были, а перший я пропустил. Давай мы его в этом году запишем. Про директора? Да. А про директора, да. Рассказывай. Ну выпей. Выпей, то это самое. О, Все, тебя ждут. Наш директор Давай. слушал у вас. Первый не был записаны, да? Да, не было записано. да. А ми Пер- Зинаїдку вспомнили, і так пише. А сам директор звужил ростом, своїм уборі Парасольку, да? бідним, простим, у зребних портках і кашулі стояв, бицем його пригнули. Такі мізерний і маўклівы, у халаче суконным, сівым. Зчакаўшы трошки, ён ачнуўся, прыйшоў памяць, азірнуўся. Ён знаў усіх, і яго зналі, з уладзем колісь сябравалі. Але цяпер не тыя часы, рабіць нязручна выкрутасы. Бо помніў, цвёрда ведаць трэба, на ім ляжыць цяпер вучэба. Що? Более не знаю. Валик. Хватит? Теперь новый. Вот тогда надо наливать по новой. Я не вспомню. Наверное, мяне была Зинаидка, может, по року оставивши, что я гэтак выучила. Петя, за директора надо сюда. Ну, Балайчина, дякую за редкий вершик. А песню все равно, песню спевать будем. Так будем, конечно. Там это про мужичков. Закусчи ты, закусчи. Там про мужичков песня будет. А что за песню про мужичков? Во, ты не знаешь? Для мужичков. Какая? Народная. Какая? Ну давай народную. Вот теперь Давай, помнишь? потом поящи. Подожди. Ты. липу начинает выпускаться, как свистки били по липине, свистки били. Станете, я с дальним планом сфотографирую усіх на фоне этой липины. Да? И потом выложишь в интернет. Одноклассники, да. Да, конечно. Должна. Если нас не узнают, Ты ж может, крутая, липину ты ж хоть. И наше задание твое не выполнила? Марышу не нашла? Зину не Марыся, нашла. Ай, Зину, Зину ай, надо Зину. было.
Это я исполнительная. Скажи, Петь. Булки вкусные. Ешь колбасу. А я не гляжу, что он булку ест. Дай мне кусочек. Мне не дотянуться. О, спасибо. Ай. Ой, ой. Нет, все-таки спасибо нашим родителям. Мед, а мед. И всем остальным жителям Дионисовки, что нас воспитали таким, потому что нас ни одни родители воспитывали. Нас вообще Дружных таких нет. Гляди, никто не век. нас у каждой хате воспитывали. Да. Нам обещали руки набить и шливы в рот запхнуть. И навязать клещи. А где ты Шливину видела? О, тетка Соня нам это обещала. И желтые были шли там. Кислые. Да. Ну, а мы обтрачли. И желтые были у яедай. Там еще дали туди были жовтые, А были она синие. нас Были сказала, всякие. что навяжет нас, урод шливину запхнет, и будем стоять навязанные кля шливины. Ну, бедными были тогда. Але ж ховалися. Я не знаю, як ми таку хату не залазили сховатися вечором. хату вижу. И вижу, І по хлівах, і по кладовках усюди Но я ховалися. тебя никак не могу увидеть. Ну, Знаю, что ты там живешь, но я увидеть тебя не могу. Вот так. Мама все время живая была, говорила, я только Соня отрывала. Да. И ночь, и полночь, и Палочку палочки, там, мячики гэтые, говорите, в воду. Так лавка ж была такая, ну, называли. Як тільки у хату Ай, не ну мы ж заліземо. до И 12 все ребята, домой все. ушли. Ну, лиш допасна вечором. Так самая прыгай. Вот наш геолог сидит, который геологом будет. Да-да. Она будет геологом. В Сибирь поедет, там чего я не помню. Что? Геолог она. Она будет геологом, поедет там в Сибирь, чего я не помню. У Сибирь, да? Ты нашла что-нибудь? Далее глубоко не заехала. Романчики. Достаточно. Ну, песни те пияли, ты что? По радио. Слухай, Пежа, Ну, послухай, а пьянит мы уже. без А раганы то дождь кляпы пойдет. не раскапывали долей. Да? Да, а может мы что нашли? Что ты знаешь? Где тут? А нет, там был как на подорку с той стороны. Ну пойте уже, а то дождь пойдет. Дайте запить. Идем со школы, На этих где самых садники жили. Ну, скляпы такие, как у бабы Аганульки были, только потолок провалившийся. Мы И со школы большие, идем, там и фундаменты под общим домом, блях, там большие, холеры со знает. школы идем, а дедушки, давай им сумки где складываем. это? Ай, вон под Гармонова на поле ходили мы со школы. С подорки Ходили души. туда. От подорки не доходя улево. Это яны только. Ира, вы не ходили, мы тоже не Мы ходили. не ходили. А мы ходили. Это вы деловые. Мы камни выкидывали. А что мы искали? Золото искали. Золото, оружие и меч некий нам надо было. А помните, приезжали, я говорю, ай, приехал с Америки, тут такая, поехали, золото откопали, у куклу наложили, я передали в аэропорту и поехала. Может, и нам осталось. Помните, даже, ай, это золото, блядь. Кидали это камни, закидаем ще камни за это склеп. А я лишь, нянек, я говорю, великоватый, а потом Да. выкатим мы его, бляха. Ну, як ти дурний. А как далее копали, может, кто-то копали. Они же у Паречи, в этом самом у Ой, ты склепе, песню. панском склепе, нашли тут Дождь золото. сидеть. Нашли. Дайте ей. Это самое. Ну так что, Ну, давайте, начинайте. Ну, А коли живешь на белом свете, Ой, я не знаю ты эту не песню. спешай в небесный рай, кабы не хвореть, да не померти, ты зранку чарку наливай, а за здоровье чарочку, на закуску скварочку, а горох солененький, век будешь здоровенький. А как хворобы не долели, да колотун тебе не бил, выпей житнёвки с крепким чаем, плачеть ложище не один, а за здоровье чарочку, на закуску скварочку, а горох солененький, век будешь здоровенький. Не пей ты горькие пилюли и не ходи до докторов, настой столетников пячуры, и каждый день будешь здоров. А за здоровье чарочку, на закуску скварочку, а горох солененький, век будешь здоровенький. И не забудь топить ты лазню, с березы веничек звяжи, и на палку поддавши пару, с косей ломоту им гони,
А после бани чарочку, на закуску скварочку, а горох солененький, век будет здоровенький. А после чарочку, на закуску скварочку, а горох солененький, век будешь здоровенький. Народная песня. Я чула гэта ни разу. Это народная. Молодчина. Я первый раз слышу. такое. Молодчина. Это же Калчинская. Хаточку свою, что в конце села, кольки буду жить, буду помнить я. Хаточку свою, что в конце села, Кольки буду жить, буду помнить я. Ну, далей спевай. Подтянем. Моя маляваная, а я молода, зарученая, на руце кольцо золотом горить. Значит, час пришел с хаты выходить. На руце кольцо золотом горить. Значит, час пришел с хаты выходить. Матулия благословилася, родной хаточці поклони, как же это было? Ноча. У руках икона, в очах слеза, у сямью чужую выезжаю я. У руках икона, в очах слеза, у сямью чужую выезжаю я. Где б я не была, кольки б не жила, село родное не забуду я. Хаточку свою, что в конце села, кольки буду жить, буду помнить я. Что? Рая, а чи записали вы все песни, что твоя матка пела? Да, кто-то из Столько песен Нина знала. Она знала и она любила. Знаешь, что у нас, единственное, что у нас город Столоча, было Пасха, и мы, просто не так получилось, что маму заставили Христос спиять. И я еще помогала ей. Пропел этот Христос воскрес. И мама спияла этот Христос. И теперь каждую Пасху я включаю компьютер. Записанное. Да, видео. И мама нам пеет Христос. Первый раз было очень тяжко включить. Но потом, теперь вот уже в эту мне привычку вошло, я включаю, и мама нам Христос пеет каждый год. Я помню, мама пела эти свадебные песни. Это было... А лишь никто не... Это понятие не знал. Да, мама это любила. Она, когда у нас даже жила, вот Новый год, а через дорогу по Ледовцовой, тёша, жили. И Новый год. Мама говорит, ай, давай, переоденься ты. У їх шлях говорит, сходи ты их поздрав. Я кожух надею, бороду щули прищепляю, мама мне полторашку самогонки, папа жил тогда еще, у мамы самогонка была. Сама, я палку такую, и иду, поздравляю там. И она любила такое, она это все понимала, и она любила. Я и тут, и у нас ходили, ты переодевались. Козы, конечно, ходили, на 8 марта, на коляды, я говорю, что было некое. Любили веселиться. Да. Еще Женя была. Да, и на мама, и на мяне. Я же говорю, что и на мяне. Ай, сходи ты до Полидовцова, до этой самой, до Васильевны. Сейчас я надену, еще приду. Прихожу, а я там соседка стоит, а я же за там колонн, тут уже иду, тут барабаню. А соседка говорит, ай-яй-яй, а я ж думала, мой Володька пьяный. Мама это любила, и я всегда
Ну, у меня тоже такое, вот оно есть. Ну, Да, Успеешь. ну, ну, это есть добре. такое. Дай Бог, чтобы оно и не пропадало. Ну, наши батюшки такими были. А что ж, а тетка Манька помяла на плечи 1 апреля, До Сони. идет до Сони. Соня заболела, а хлеб расчиненный. Надо печь, а Соня больная. Манька побежала на плечи, и дети печь, хлеб Соне печь. Сосна. Так Коля так обманул. Ну, Коля. это же обман такой был. Коля так сказал. Вот ты иди, Соня говорит, заболела, ой, Да. хлеб расчиненный. Я тоже помню такое. Ну, а это побежала на плечи, идет туда. А потом, и что? Приходит Клаудия, маме письмо проносит. А хто говорив, що бучина нема? Поглядіть. Ёсть. Один сидел, другой Слушай, выносил. ну молодцы. Им надо отдать поклон нашим родителям за это. Это сам приходит Клаудия, приносит письмо маме ней. Так А так директора просто совхоза. І серце защемило, що нету. А я Ай, не мама, ну все, а папа тогда овечек пастю. Ну все, говорит, напивший, певно, неде нечто натворил. Разворачивает мама это письмо, а там написано: товарищ Грунтович играл в карты со столицы. Такого-то числа, настолько-то числа. А здесь на Коля написавши. И в конверт запечатал же Клаудия отдавши. А Клаудия маме пронесла, ничего не знаю. Ай, плювали чем там обедали. Что ж, гульня была у нас, левотыгу Дмитрий сказал. Ну давай левотыгу, я что ж такое было левотыга, я не знаю. Но- Фотограф напился. А які хороші мебелі з липи. Это ж вообще красота. Свистки, А баня? Ну теперь же робили, Если ходили, баню, столько сауну, это самое. У нас с липой робили свистки. А, слушай, а где стежка была? Вот тут Вот была. здесь, Доски у баню, Ты, а тут липовые. огород его сюда, ну. Не поняла, откуда там канава она взяла. Я не знаю, как про канаву, Я я и не гляжу, было. что канава. Я там не было. О, я Там и ходил, канавы. глядел сажалку эту. Ну, А що Не, у далі- канаві? Коля Це той я сажалки бачу. нас Януш в детстве первые, это первые фотографии были, Януш Кадушкевич нас фотографировал. Так там. а її ж не було канави тут. Не было, тоже было по прямой же, ну. Да я не знаю. Не было канавы. Подожди, да, канава была там, где дорога была. Где дорога была, аж там, Да. с одной стороны, со второй канавы были, ну. Это мы уже выводили, як через этого болота проводили. Вот эту тогда як самую- дорогу Знаешь, робили, Петя, я помню, дорогу. это потом уже мама Тады, говорила, наверное, что бы эту копали. канаву и зробили, как подтекала, Боже потому мой, что там если же бы это болотце. четко Ну, там там же же было, да, не вот, там, это самое, ну, ну, там низко было. Сегодня до памятника, как подошли, Христос воскрес, я не могу пять. Это самое, у меня сразу вот это пироги ейные, бисквиты ейные. Клаудины? Клаудины, О, Верники, это я. Ты что? Какие бисквиты, а коврышки какие вкусные были. Ну, Это ж не на... руками, дяубли, еще говорит. Ну тут канава, не Травы лежали. Не-не-не, это ж болото вывели канаву. Ну, это оттуда болото, а да. это что выкопано? Может, он искал кто? Погляди, все новое копано. И там копано. Его копано, его тут везде копано. Его А, копано. может, дерево якое выкопали? Кто-нибудь. А, что? Так и там, где мы сидели, такие канавки накопанные. Мне уже это... Металоискатели, може, які. Алла Шаповалова мне говорила, які ви Вот, и поляк пахнуть. Вот. фотографию поглядел. А мне шелудил своей стены надо собирать команду, говорю, потому что там... поле за хатой растет. А вот ходите, я вам расскажу. Ходите сюда. Да? Яны шли с этим самым, с металловызначальником. Лариса, ходи сюда. С металлоискателем. С металлоискателем яны шли. Вот там яны нечто вызначились. Вот тут яны почули, поглядели. Ага, Да, тут на металл есть. Выкопали, а это оказалось вот эта цацка. Видите? И яны плюнули, да. Это самое Это металлоискатели. Черные копатели. Вот тут тоже. Вот металл. Нашли металл. Нашли, а вон железяка.
Так что это черные копальники. Гэта, да. Думаю, тут сярод гэтых бедалагаў на гэтых песках і золото нейкае ляжыць. Халера тут золото было. Тут біднота така була, як золото. Ай, яны тут уже думали раньше. Тут така біднота була, які хати бідні були. Золото було. Як Алла, это Константин, учительница, это наша. А у Луки мне ще одне страшно говорить. Там у нас фундаменты поузрыванные, там, говорит, что-то искали. Там искали что-то. Якая нора! І сюди. Ага, і свіжі А ліски шляди, вон, ліси сапожні. Во. Тут їх наголовили вже. Во. А, ну это уже не копатель. Это уже, Это лисы. это уже натуральные копатели. Не-не-не, это лисиные норы. Лещины. Видите, люди, они у песках любят жить. 3 ходы, люди. Ага, а вот его Обуві шляды, да. Его крестики. Его тоже ходили, глядели. Тут же недавно копаные тоже. Вот Да, Вот там лопаты копал. Да. Вот там копану лопаты, а это нора. Это вон нора, его. А если эти выходы шлёсть. Пяски. Телогрейки носили, полили, от низ спасали, еще там запихали. Так лисы были и тогда, як и жили тут, да? Да, А, ну так они... у лещі нори, і яни, і мой папа, і ягони, яни ходили, яни телогрейки, что это там? Выкуривали их. Что, выкуривали и полили. Все-таки поглядите, батяны не забывают старую сядибу. Вот это деда Рыстаева. Во липина-то была, во, старая, во. Тут гнездо было на этой липине. Во. Ну, да. Аист на крыше, мир на земле. Ой, божечки! Шалялек пробился, никто не хочет свежего щавья поесть, а? Выстрелил, рогатка стояла. А тоді, як ми були, тут мы собирали еще. Ну-ну. И мне после этого сразу приснился сон. Значит, что мы идем этой дорогой, вроде бы как мы там сидели, идем тут. А у Димитры, у понадворку, все стоять. Все родственники Клауди с Антонины, все родственники. А я говорю, ну во, говорю. Як мы шли, не заметили, что Димитрова хата стоит. Мы же, говорю, могли б сюда в эту хату зайти. А яны все стоять у понадворку. Да. Нема тут ничего, на жаль, все. Да. А второй раз Бурьян. мне приснился сон, вот после посещения, мне приснился сон, ну тут не знаю, у Нади, у Сергейковой, у Заболини, не знаю, тоже все родственники стояли у понадворку. Не знаю. Тут я ногу не пчалу, як это говорится, не гордо. В Липину эту я сфотографирую одну. Эту? Да, на. А, вон тую. Да. Ну. Что-то она... А в этой Липиной, ой, моей сестре двоюродной 77 лет. Так. Фотографии у Питера мы видели вот под этой Липиной. Алексей, Валя ихны, Лиля наша. Вот это Зина, не Зина, Зоя. Зоя. Это, которая тут жила. И павловские девки. Под этой Липиной вообще фотографировали. Потом еще фотографии там были. Потом были фотографии. Я не могла понять, кто. А это был Ленька. Надо я чуюсь. Кого? Ну, я не могла понять, кто на этой фотографии. А это был Федор Кулёнь. А, Ленька? Ну, Ленька, да. Брат. А шиповненько было тут чуть-чуть, а вот короче разработать его, блядь, ё-моё. Просто яма была, Айка? Да, яма была. Як налыщица землянка была, вот это вылыщица. Блядь, с ружьем, бандиты. Антонина пришла до Коля. Коля, бандиты там. Бандиты, не бандиты, а бандиты. Бандиты там, говорят. Это самое, люк подняла, там некий ход, бандиты. А это такую землянку были организовали бы.
Ну, Ой, слали, это раскопали, это травой заложили бы, это на проволоке прибили, как Да, закрывалось, а не отваливалось. яны зачапились за проволоку и люк открыли. И что я прилетела Антонину доколе бандиты на лычице. Я это самое открыли яму, эту люк, а там бандиты работают. Я Рая, а ты не хочешь вон цветы косачи оранжевые? А, яны тут гэтые. Простые Я такие. уже... Яны тут росли все время, мы часто такие. Ну. Ой. Мы фиолетовые с Жанной забрали от бачков. У меня не цвели, а у Вали цвели. Ну что, поехали? Поехали. Погода добрая стала. Ну что? Слава, ой, все, Бог нам дал такую погоду. Тогда, Да. все, поедем. Троху спать. ократил дождик. Все, до следующего раза. Все, Рая, а мы живы. Когда доживем до следующего раза. Дойдем себе установку, дожить. Что там, да? До наступного года. Брат сказал. Брат сказал. Это Петя, брат? Ну, мы... Як У брат? Ігоря брата нет, у нас тоже брата нет, и он нам як брат. Ну, что ж зробишь, правда, Ну, Петя? правильно, ну надо быть кому-то, ну, правильно, ну, да. а что я плохого сделал? Да, что? Ну, брат. Да, тепло, доброе, погода как раз там хорошо. Ой, как Кукушку хорошо. почули. Первую. Некоторые еще не почули. Я издали там трохи. Ну, я тоже Где бы не были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань. Родительский дом, родительский дом, начал, И в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих твоих окнах добрый свет. И пускай наше детство не кончится, пусть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. Добрый свет. Да, тут На этой неделю. ноте и кончим. Неделю, ничего. Все, поехали. Поехали. Ну все, счастливо.